организуют технологические процессы. На этих экранах цифровой двойник мини-государства и всей его инфраструктуры. Нефтяная и атомная промышленность, транспорт и электроэнергетика. Все, что могут остановить хакеры, взломав систему компании. Рустаму Минниханову рассказывает об уникальной разработке компании из Иннополиса, где такие ситуации моделируются в виде игры. Команда экспертов оттачится в мастерство практической науки. Например, это двойник такого электронного блока на реальной нефтяной качалке. Здесь чипы и предохранители, тумблеры и переключатели, здесь программное обеспечение. Конкретно этот экземпляр поставлен в учебных целях. Главная задача – попробовать его взломать. Одни должны взломать систему защиты объектов, а другие не дать этого сделать. Так, в этой киберигре выявляют бреши в защите и определяют сильнейших специалистов, которых потом будут привлекать к блокировке хакеров. Как раз для того, чтобы в реальности видеть и понимать, каким образом реализуется компьютерная атака, и чтобы вовремя приостановить хакеров, соответственно, проводится данная кибербитва. Здесь мы видим сводную статистику по атакуемым узлам, атакующих узлам. Российский сегмент интернета, докладывает Рустаму Минниханову, ежедневно атакуют более 100 хакерских группировок со всего мира под особым прицелом объекты науки и образования. Если в 2022 году в структуре атак на различного рода объекты учреждения образования составляли уже 13%, это после начала СВО, на самом деле до начала СВО это были какие-то жалкие проценты, то сейчас это более 50% атак именно на объекты учреждения образования и науки. Чтобы такого не было, в КАИ, КФУ, Энергоуниверситете и в Иннополисе создан Межвузовский центр противодействия киберугрозам. Обучение прошли 150 специалистов. Рустам Минниханов сообщил, по направлению IT в республике обучаются около 12 тысяч студентов. Иннополис и IT-парк регулярно привлекают новых резидентов. С такими возможностями специалисты по кибербезопасности должны быть во всех предприятиях и органах власти, заявил раис республики. Прошлогодняя приемная кампания вуза сопровождалась нестабильной работой и недоступностью их сайтов. Между тем, информационные сервисы государственных и его образовательных ресурсов, которые непосредственно касаются наших граждан, должны надежно функционировать в любое время. По данным Центра информационных технологий, с начала года удалось предотвратить 600 тысяч интернет-атак на информресурсы республики. Их, к слову, в Татарстане более 60, из них 20 наиболее значимые. Только за 4 месяца текущего года количество атак выросло в 3 раза и составило 1 миллион по отношению ко всему 2022 году. Противостоять таким атакам должны как технологии, так и люди. И несмотря на уже созданный Республиканский центр кибербезопасности, вся страна нуждается в десятках тысяч квалифицированных специалистов. По разным оценкам, цифра дефицита достигает до 50 тысяч человек. Это как защитники, которые как раз должны противостоять тем хакерам, которые нас атакуют, так и те специалисты, которые будут создавать новые российские технологии. Подписывают соглашение о сотрудничестве. Инностейдж и университет Иннополис подписали соглашение. Будут создаваться онлайн-курсы по информационной безопасности. Кроме того, и киберполигоны, где навыки можно будет отрабатывать практически. Раис Республики Татарстан акцент сделал на то, что да, это направление надо вести и, соответственно, как говорится, привлечь всех, и вузы, и министерства, и предприятия, и в таком, как он сказал, работы всем хватит. Первые итоги соглашения представят на форуме Казань Digital Week. Здесь планируют провести кибертурнир с представителями стран исламского мира. Рамиль Шайдуль, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.